Открытие предприятия «Чистый город» можно назвать настоящим событием для Ярцева. Достаточно взглянуть на технику, которую при уборке дорог в нашем городе никто и никогда не использовал. Уважаемые коллеги, сегодня у нас хорошее мероприятие в канун Нового года, в канун года, который, мы считаем, нам принесет иные результаты в благоустройстве нашего родного города, в санитарной уборке нашего города. За спиной у меня, но я думаю, поподробнее расскажут мои коллеги, техника, которая уже готова на сегодняшний день к тому, чтобы выполнить те задачи, которые будут стоять этой зимой, и те задачи, которые будут стоять весной и летом следующего года. Поэтому, Михаил Анатольевич, слово вам, пожалуйста, как главному инициатору этого мероприятия. Хочу представить директора предприятия «Чистый город». Это Кузьмич Владимир Збигневич, всей публике. Значит, цели и задачи, поставленные администрацией, а также главой администрации, нам понятны. То есть это первое, навести порядок в городе, сделать городу, дать былую славу, которой она раньше пользовалась. С этим предложением мы вышли к директору, побеседовали, нашли взаимопонимание. Ту технику, которую он у нас попросил для выполнения тех поставленных задач, практически она сегодня вся приобретена, за исключением 2 единиц, которые у нас находятся еще на заводе, но в ближайшее время, после Нового года они придут. Ну, прежде всего, хочется поздравить всех с появлением новой фирмы нашей «Чистый город». Да? Естественно, поблагодарить всех, кто принял в этом участие. Это также учредители, это люди, которые думают о городе, которые думают о будущем города Ярцева. Вот, что нашлись люди, нашлась команда единомышленников, которым не безразлична судьба города Ярцева, которые о нем думают, чтобы сделать его красивым. Была проделана, поверьте, такая вот очень кропотливая работа, все это было просчитано, продумано. Это все для города, это все для жителей, это для всех нас, кто здесь живет. Мы Михаила Анатольевича знаем давно, когда он возглавил автотранспортное предприятие, то город забыл проблемы, связанные с пассажирскими перевозками. Я думаю, и сейчас, когда эта фирма «Чистый город» начнет обслуживать наши дороги и производить санитарную уборку улиц, мы забудем тоже эти проблемы. Я хочу пожелать успеху этой фирмы, что эта фирма оправдала наши надежды, и мы в скором будущем увидим наш город чистым и красивым. А сейчас небольшая экскурсия, которая не может не впечатлить от уже известных тракторов МТЗ-2 до ранее невидимой техники. Это у нас фронтальный погрузчик КН-251. Это вот очень мощный погрузчик, у него челюстной ковш объемом 4 кубических метра. Очень мощно. Он может работать как в карьерах, так и где-то на очистке там от снега или прокладке дорог. Это очень мощная техника. КДМ на базе МАЗа. Вот. Он очень универсален. Здесь что в нем? Здесь передний отвал, средняя щетка и сзади пескоразбрасывающая установка. Это на зиму. Также он оборудован самосвалом, разгрузка на 3 стороны. И плюс еще на летний период он оборудован поливомоечным оборудованием. Снимается, значит, пескоразбрасывающая установка, устанавливается, значит, специальная цистерна. Он набирает воду и, пожалуйста, он может как поливать как клумбы, так и орошать проезжую часть. Очень такая универсальная машина. Как на зиму, так и на лето, в летний период. Далее мы видим автогрейдер, средний автогрейдер ДЗ-122. Это очень надежная машина Орловского завода «Дормаш». Мы когда и акцентировали свое внимание, когда выбирали технику, именно на этом заводе, потому что очень универсальная. Там можно и планировать все, что угодно, да, и содержание дорог. И очень много всего, она очень многофункциональная техника. Грейдер есть грейдер. Для города вот он новый, пожалуйста. Далее у нас идут 2 самосвала. Это уже новые МАЗы, это уже новое поколение, последние этих автомобилей выпускает Минский автомобильный завод. Это уже поколение Евро-4. Затем у нас тоже на базе МАЗа Евро-4 КДМ-ка.
комплексная дорожная машина. То же самое она имеет передний отвал, она имеет среднюю подметальную щетку и заднюю пескоразбрасывающую установку. И опять же, чем она хороша, эта машина, она очень универсальна. На лето снимается пескоразбрасывающее оборудование, устанавливается цистерна, и она становится поливомоечной машиной. Это летнее содержание, это просто прекрасно. Это улицы утром, да, Да, в жару, это газоны, это все, что хотите. Это вода, это летом. Вот. И есть еще у нас установка, она сейчас у нас находится в стадии, скажем так, уже окончательном производстве. Эта установка, она, значит, зимой пескоразбрасывающая установка. И также она комбинирована буквально там в течение 1,5 часов переделывается. И это установка по ремонту ямочному, для ямочного ремонта установка. Наверное, новинка для города здесь. Это лаповый снегопогрузчик КО-206. Естественно, мы его приобрели уже не новым, вот, но он в исправном, хорошем состоянии. Вот, принцип его действия, погрузка снега. Это грейдер нарезает вал, вот, он его собирает, этот вал, и грузит сразу по транспортеру в самосвал. Вывозится снег вообще с улиц. Не нагромождается вот эти все кучи, а оно вывозится на снежную свалку. Город от снега То есть освобождает. решается вопрос несужения дороги. Конечно, Зимой. конечно. Учитывая, что в Ярцене у нас узкие, вот для этого как бы продумана эта машина. Вот. Она себя покажет, и жители города увидят это все. Но, естественно, она будет работать в основном в ночное время, из-за того, что улицы у нас узкие. Да. Вот, она будет работать в ночное время, готовить к утру, чтобы не мешать общественному транспорту и вообще и частному движению в городе. Владимир Збигневич, кстати, до недавнего времени занимался благоустройством дорог города Мурманска. Его опыт и знания техники как нельзя кстати. И что немаловажно, большое желание добиться решения поставленных задач. Сейчас самый интересный момент. У нас сейчас происходит подписание муниципального контракта между администрацией города Ярцево и нашей фирмой «Чистый город» по содержанию дорог города Ярцево. 6 миллионов где-то. Итак, 1 января на наших дорогах техника чистого города. И это начало большого пути к тому, чтобы сделать наш любимый город самым красивым, общими усилиями.